Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Полная ликвидация. На строительство этой школы еще раз подчеркиваю, что никакие санкции, никакое давление не смогут помешать движению вперед, только укрепляют. Школа, построенная в населенном пункте Хамби-Ирзе, стала последней на пути решения проблемы с трехсменным обучением в стране. Как готовят тех, кто стоит на передовой? Самое лучшее место, откуда можно пойти на СВО, где полностью обеспечивается всей амуницией, лучшее обучение. О курсе подготовки новобранцев в Российском университете спецназа в сюжете нашего корреспондента. Летняя смена. На территории лагеря расположено 18 спальных корпусов, в каждом по 25 мест. Есть все удобства для полноценного отдыха и веселого времяпровождения. О работе детских спортивно-оздоровительных лагерей сегодня в выпуске. Как проходит досуг ребят? В селении Хамби-Ирзе открыли новую школу. Она стала последней на пути решения проблемы с трехсменным обучением в стране. Знаковое событие посетил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. На торжестве побывал наш корреспондент Рамзан Абоев. С исполнения гимна страны и республики под поднятием флагов началось торжественное открытие новой школы в селении Хамби-Ирзе. Учреждение названо в честь кавалера Ордена Мужества Асхаба Цацаева, отдавшего свою жизнь за процветание края. Его племянница прочитала стихотворение. В школу хочется ходить, чтобы знания получить, чтобы петь и танцевать, чтобы мир наш изучать. От лица всего педагогического сообщества и 300 тысяч обучающихся в школах республики выразил благодарность Рамзану Кадырову за постоянное внимание данной сфере министр образования и науки субъекта Хошбау Дидааев. Мы идем по пути Ахмата Хаджи Кадырова. Еще в сложнейшие годы он говорил: учитель создает нацию. И по-настоящему последние эти десятилетия в Чеченской Республике система образования выстраивается, формируется с абсолютного нуля. И мы знаем ваши дружеские отношения с нашим уважаемым главой Рамзаном Ахматовичем и ваша фамилия истории становления и развития образования Чеченской Республики войдет по-настоящему в историю. Спасибо вам. Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что в школе созданы все условия для качественного образовательного процесса, где дети смогут раскрыть и развивать свои таланты. Развитие системы образования во все времена является важнейшей государственной задачей. И во времена, когда был разруха, хаос, послевоенный период, Ахмат Хаджи Кадыров, наш первый президент, дал галстук молодежи, он первый обратил внимание на возрождение системы образования. Хотя шли военные действия, и многие высказывали недоумение, и тем не менее Ахмат Хаджи настоял и, как всегда, был прав. Система образования это является фундаментом строительства нации, фундаментом строительства государственности. И мы сегодня пожинаем с вами плоды. Чеченская Республика является лидером во многих рейтингах, социально-экономических рейтингах, которые наблюдаются на федеральном уровне. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров много делал для решения задач по развитию образования, совершенствованию инфраструктуры, материально-технической базы общеобразовательных учреждений нашей республики. Конечно же, в этом огромную помощь оказывается правительство Российской Федерации и лично вы, Сергей Сергеевич. Огромное вам спасибо за постоянное внимание и поддержки системы образования Чеченской Республики. За последние годы в Чеченской Республике построено 78 общеобразовательных школ, и 53 были построены в рамках национального проекта образования. До конца текущего года эксплуатацию ведут еще 27 новых школ. Открытие данной школы – событие знаковое. Учреждение полностью закрывает вопрос трехсменного режима обучения в стране в целом, отметил министр просвещения России Сергей Кравцов. Очень важно то, что растет демография, то, что строятся новые школы, детские сады, реализуется национальный проект образования в срок. И вот пример
строительство этой школы еще раз подчеркивает, что никакие санкции, никакое давление не смогут помешать движению вперед, только укрепляют, только сплачивают нашу страну. Знаково то, что школа открывается в год педагога и наставника. Хочу отдельно поблагодарить всех преподавателей, учителей, выразить вам огромные слова благодарности за ваш труд. Профессия учителя является главной профессией на земле. Ребятам я хочу пожелать хороших оценок, учиться, развивать Чеченскую республику, развивать нашу страну. И отдельная благодарность Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской республики, за то внимание, которое уделяется в целом развитию системы образования. За многолетний и добросовестный труд званием почетный работник сферы образования России наградили учителей начальных классов Марию Танаеву и Резеду Магомадову. Год педагога и наставника в Чеченской Республике мы пытаемся провести на самом высоком уровне. Здесь отдельную благодарность региональному общественному фонду имени нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, президенту фонда Айман Несиевны. И вот на этот раз сегодня тоже региональный общественный фонд не остался в стороне. Две учительницы замечательные, которые вы сегодня наградили, от фонда получают по 100 тысяч рублей. Почетная миссия разрезать красную ленту выпала руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзору Музаеву, Сергею Кравцову и Хошбауди Дааеву. После гости осмотрели школу. Необычный дизайн и много цвета. Все в современном стиле. Имеется актовый зал на 500 посадочных мест, столовая на 350. Огромный спортивный зал со всем необходимым инвентарем. Мы пришли посмотреть, как выглядит наша школа. Да. А вот видели, подсветочка такая, да? Вот здесь на первом этаже, да? На каждом этаже или на первом этаже? На первом этаже. На первом этаже такая оранжевая подсветочка, видели, нравится? А старая школа какая? Лучше была или это красивее? Не хочется обратно в старую школу, да? Кто будет двойки получать в старую школу? Надо на пятерке учиться. У вас какой класс? Вы из какого класса? А, в 4-й перешли, да? Из 3-й? Ну и как раз 4-1 сентября придете в новую школу. После Сергей Кравцов пообщался с педагогическим составом. Образовательных организаций районов. Сколько всего? 34 образовательные организации, муниципальные, одна государственная организация и теперь уже новая. Вот. Это 6-я по счету общая. Вам большое спасибо, что приехали. За такую красивую школу. Спасибо. 4 школы в этом районе капитальный ремонт. В этом году. Да, ну Рамзан Ахматович решили, что надо, конечно, завершать эти смены, решили построить школу во всей стране. То есть сегодня такое историческое событие. Да, ликвидация 3 смен восстания. Да, действительно. И школа хорошая, она, кажется, может быть, с виду небольшая, а вот когда заходишь, она туда вглубь. Да. Очень красивое само здание, архитектура этого здания тоже очень хорошая. Для детей все условия. Да. И вот площадки спортивные тоже хорошие. А у нас все школы такие, да, в районе? Кстати, новые, да. Хотел побольше. В районе новых школ много? Сергей Сергеевич, ну после вашего визита нет сомнений, что В школе есть все необходимое. Кабинет для изучения иностранного языка оснащен звукотехнической аппаратурой. А для тех, кто хочет изучать IT-направление, есть кабинет информатики, а также специализированные классы по естественным наукам. Изучение химии невозможно без исследовательской деятельности, проведения опытов и увлекательных экспериментов. Сложное понятие курса проще объяснить школьникам наглядно. В этой лаборантской для этого есть все необходимое. Реактивы, емкости для хранения, пробирки, аппараты для проведения отдельных опытов.
Возведена по программе развития образования и рассчитана на 720 посадочных мест. В новом учебном году планируется перевести около 550 обучающихся и 20 педагогов из соседней школы. Также из банка данных желающих трудоустроиться, сформированного отделом образования Ачхой-Мартановского муниципалитета, будут приняты еще около 20 работников. Я преподаю чеченский язык и литературу, потому что этот язык богатый, наш родной язык. Изучая чеченский язык и литературу, мы больше узнаем наши традиции, обычаи. Я люблю свою работу. Почему? Потому что дети – это наше будущее, это наше счастье. Мы передаем наши традиции, обычаи, законы чеченского менталитета нашим детям. Спасибо главе республики за то, что он уделил внимание, построил нам новую школу. Всего 43 кабинета. Односменный режим обучения позволит детям комфортно учиться. Также полноценно проводить внеурочные занятия, кружки и факультативы. Самое главное – это счастливые лица детей, которые пообещали учиться на отлично. Мне нравится эта школа. На стенах есть много рисунков, и все здесь такое светлое, разноцветное. Старая школа была тоже очень красивой, но там не было таких штук, которые есть здесь. И эта школа большая. Библиотека соответствует современной эстетике жизни, красивой, удобной и функциональной. Созданы условия для досуга, совместного творчества и самореализации ребят через книги. Территория знаний – безбарьерная среда, поэтому позаботились, чтобы сделать школу максимально доступной и для маломобильных. Рамзан Абуев, Сайдамин Мусаев, Руслан Багамадов, Вести, Чеченская Республика. Профессиональная переподготовка кадров, правила ведения занятий в педагогических вузах в рамках реализации новшеств в системе образования. Эти и другие вопросы министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обсудил в ходе совещания Совета проректоров педагогических учебных заведений. В ходе него федеральный чиновник отметил, что педагогика – это важнейшая часть образовательной среды государства. Вместе с тем он дал высокую оценку создаваемым в Чеченской Республике условиям для обучения как студентов, так и школьников. Мы сегодня утром открыли в Ачхой-Мартановском районе школу, и фактически открытие этой школы решило полностью проблему третьей смены. Вот это очень важно. С момента открытия этой школы у нас в стране нет школ с третьей сменой. Я хочу отдельно поблагодарить и главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича за то внимание, которое уделяется системе образования. В целом у нас реализация всех национальных проектов и в Чеченской Республике, и в целом Россия идет в графике, поэтому все поставленные задачи президентом исполняются в срок и без сбоев, без срывов. Об этом тоже мы сегодня с министрами говорили. В Российском университете спецназа продолжается обучение добровольцев. В регион стекаются все больше людей, желающих отправиться на защиту Родины. С некоторыми из них пообщался наш корреспондент Лейла Муртазова. Никакие природные условия не мешают добровольцам проходить свои занятия. С раннего утра на полигонах новобранцы проходят огневую подготовку. Здесь их учат правильно и безопасно обращаться с боевым оружием. В каждой группе есть разные специалисты, гранатометчики, снайперы, пулеметчики, которых также обучают. На одной площадке проходят занятия по тактической медицине, которая включает в себя основные знания и простейшие навыки оказания первой помощи как себе, так и боевому товарищу в зоне боевых действий. Параллельно в соседней галерее обучают ведению окопных боев, защищаться и обороняться под чутким наблюдением опытных инструкторов. Добровольцы у нас проходят двухнедельные подготовки. Первые дни они проходят огневую подготовку, чтобы они умели правильно и безопасно обращаться с оружием. И дальше включается тактика, специальная подготовка, чтобы умели работать в городских условиях, частные дома, как досматривать дома, как работать двойка и тройка.
Вторая половина дня у бойцов проходят теоретические занятия в специальных кабинетах. Они осваивают курс инженерной подготовки и детально изучают виды взрывчатых веществ и дроны. Раз в 2 недели учебный центр выпускает очередную группу бойцов. В число добровольцев входят представители самых разных национальностей нашей страны. Эльдар Ганиев, родом из Башкирии, решил отправиться в зону специальной военной операции в составе спецназа «Ахмат» и перед этим пройти обучение в Российском университете спецназа. Наблюдаю за тем, что происходит каждый год и как это меняется, в какую сторону меняется, в лучшую или в худшую. Соответственно, тоже уже свои патриотические чувства есть. И было принято решение мной: мне это надо, я это должен. На базе РУС для новобранцев рассчитан целый палаточный лагерь, в котором они проживают. Все нужные добровольцы с самого первого дня взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмат уже в России знает все. Это самое лучшее место, откуда можно пойти на СВО, где полностью обеспечивают все амуниции, лучшее обучение. Вот. Поэтому, безусловно, решился идти именно в Ахмат. Хотел бы поблагодарить фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова за помощь и за полное обеспечение. И Рамзана Кадырова лично хочу поблагодарить за помощь в обеспечении. На сегодняшний день РУС – это одно из самых лучших и передовых военных центров мира, которое имеет все необходимое для подготовки современного бойца. Это уникальная площадка и инструкторский состав, который за короткое время обучит грамотно и эффективно вести бой в любых условиях. Отметим, что Российский университет спецназа подготовил и выпустил более 13 тысяч добровольцев, которые участвуют в самых горячих точках СВО. Лейла Муртазова, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика. Чеченские военнослужащие спалили ротацию личного состава бандеровцев. Благодаря разведывательной работе с помощью дронов было обнаружено место укрытия противника. Координаты были переданы артиллерии, которая и нанесла удар по врагу. Регулярно идет и ночная охота. Бойцы постоянно мониторят передвижение противника. 24 часа у нас дроны постоянно на дежурстве, не выключаются. То есть 30% на дроне остается. Следующий дрон прилетел, уже его сменил. То есть не бывает такого, что дрон у нас на земле находится. А камикадзе наши работают? Да, ребята в последнее время хорошо справляются вообще с FPV, разрабатывают все новые там взрывчатки, что-то крутят, мутят. И получается очень эффективно вот, зажигать там, подрывать. В принципе, хорошо долетают. Как проходит досуг ребят, которые захотели провести свои каникулы в летних лагерях? Один день из смены в лагере «Светлячок» в своем сюжете показала Медина Мударова. Ей слово. Летние каникулы – лучшее время для отдыха и творчества. Хорошее настроение здесь обеспечено. Музыка, танцы, солнечная погода. Все это лагерь «Светлячок». Дети с каждого отряда показали свои номера на шоу талантов. Подобные концерты здесь проходят периодически. Детский лагерь «Светлячок» начал функционировать в 2017 году. Он расположился в живописной горнолесистой местности на окраине села Сержень-Юрт. Чего стоит одна дорога сюда? 450 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 16 лет могут отдохнуть в комфортных условиях в течение 14 дней. Вожатые каждого отряда стараются подстраиваться под сформировавшийся у них коллектив. Учитываются возрастные особенности, характер и темперамент группы. Со всем этим справляется Хасан Юсупов. Вожатым в лагере он работает уже 3-й год. Все началось с учебной практики. Работа вожатого – это, конечно же, жизненный опыт. Вожатый должен обладать качествами как и опекуна, так и руководителя. Но он везде должен быть лидером. У меня в отряде 25 детей, я вожатый 9-го отряда. В свободное время каждый ребенок может заниматься тем, что ему интереснее всего. В этом случае лагерю есть что предложить. Здесь функционирует множество кружков. К примеру, спортивные – это мини-футбол, футбол, вольная борьба, плавание и волейбол.
В лагере можно поиграть и в шашки, а также сплести браслеты из бисера. Подарить на память родителям или друзьям. Это делают в специальном классе. Здесь не только занимаются бисероплетением, но и рисуют. Бисероплетением занимаюсь около 7 лет. Ко мне дети приходят, занимаются. У нас ниточные браслеты. Мы делаем бисероплетение, у нас разные браслетики, сумочки. Детям очень нравится, они показывают хорошие результаты. Ну и самое главное, место, где дети и проживут 2 недели. На территории лагеря расположено 18 спальных корпусов, в каждом по 25 мест. Есть все удобства для полноценного отдыха и веселого времяпровождения. В благоустроенных комнатах находится душ и удобная мебель. Также в учреждении имеется медицинский кабинет. На улице оборудованные площадки для игры в футбол, волейбол, большой теннис, а также площадки со спортивными тренажерами и детскими игровыми. Для ребят здесь столько условий, что уезжать и не хочется. Мне здесь очень нравится. Тут вечером бывает лезгинка и много всего. Мы тут все делаем и кушаем в столовой, играем, веселимся. Бывает вечеринка у нас. Мне в этом лагере нравится, что тут летают бабочки, что тут ночью красиво, все выступают, все добрые вожатые здесь и все наши друзья. Чистый воздух, великолепная природа и широкие возможности для отдыха и учебы позволят детям отлично провести время и набраться сил перед предстоящим учебным годом. Медина Мударова, Рахман Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».